Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 21 января 2021 года. Давайте посмотрим, какой будет сегодня день. Достанем одну карту общую для всех. Что нам день обещает? Так, старший аркан у нас весы. А вот сегодня нужно учиться договариваться, нужно учиться соглашаться с теми людьми, с которыми у нас общие дела, общие обязанности, общий дом, да. Вот эта карта всегда говорит о том, что нам нужно быть лояльными, нам нужно соблюдать интересы обоих сторон, да, или всех сторон. А также карта говорит о том, что сегодня нужно быть честными с собой, признаваться самим себе в каких-то, допустим, сложностях, которые нужно решить обязательно, да. Вот бывает так часто, что мы себя обманываем, да. А вот сегодня нужно обязательно обратить внимание на какие-то, может быть, черты характера, поступки, да, и принять решение изменить это. Ну, допустим, хороший день для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Хороший день для того, чтобы договориться с собеседником, с клиентом, с мужем, женой, с детьми, с кем угодно. Обязательно тут должно быть общение с глазу на глаз, да, для того, чтобы вот хорошо друг друга понимали. Сегодня очень важно, знаете, соблюдать такую вот золотую середину и в чувствах, да, то есть не позволять себе, допустим, не слишком там переживать, не слишком радоваться, вот лучше как-то очень так средненько, да, вот как только появляется какая-то сильная эмоция, сразу нужно стараться ее приглушить немножко, да, чтобы вот не выходила за грань, потому что здесь вот реально может быть такие качели, да, раскачиваться может быть ситуация, если, допустим, мы впадаем в одну крайность, то потом обязательно будет вторая. Поэтому вот лучше все спокойно, все мирно, обо всем договариваться, не наживать себе врагов и все оформлять юридически, все с подписями, да, если вдруг какие-то сделки, вот эта карта сделок тоже, может быть, вы находите какого-то клиента, находите партнера, покупателя и так далее. Вот все важно обязательно через бумаги провести, да, чтобы подписи стояли, чтобы действительно все было по закону. Также здесь ситуация еще в том плане, что нужно нравиться себе, и нужно нравиться другим людям. То есть сегодня обязательно стоит позаботиться о внешнем виде, обязательно улыбка на лице, да, обязательно расположить, постараться к себе человека, стараться быть с ним на одной волне, вот чувствовать его настроение. И тогда действительно день пройдет очень хорошо. Если же мы сегодня настроены вот именно в крайностях находимся, да, то тогда вот могут быть разного рода проблемы в отношениях, срыв договоренностей, ссоры, споры, скандалы. Когда, может быть, был договор, и вот-вот его можно было подписать, и он тут срывается. Да? В общем, когда какая-то мера не соблюдена, вот тогда могут быть сложности. И вообще вот сегодня по судьбе приходят какие-то события, которые вот как бы вписаны, да, в нашу карту, в нашу жизнь, в нашу судьбу, то есть то, что мы когда-то заслужили, заработали, и вот это к нам возвращается. Особенно это касается вот взаимоотношений. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У вас, уважаемые овны, семерка мечей сегодня выпадает. Это значит, что как раз вот для вас вот все, что я говорила раньше, оно подходит. То есть вот вся среда, в которой вы сегодня находитесь, да, она как раз вот построена на вот таком принципе взаимоотношений, да, договоренностей, чтобы всем как бы было хорошо, чтобы соблюдалась золотая середина, чтобы понравиться и так далее. Но кроме того, вы будете, это вот окружение ваше будет такое, да, а вы будете стараться вот как-то уйти от обязательств, от договоров, вы будете стараться а, там что-то скрыть, стемнить и так далее. То есть вот это нежелательно сегодня делать, потому что только во вред себе это получится. Да? Вот ничего не надо скрывать, не нужно обманывать, хитрить и так далее. Все нужно делать искренне, честно. Если же вы не можете, допустим, сказать правду или сказать что-то
ну, просто бывают такие моменты, когда этого нельзя сделать, тогда просто не говорите ничего, да, уходите из ситуации, старайтесь вообще не заключать тогда какие-то договоры, контракты. Также вы можете сегодня не обнаружить какую-то ошибку в бумаге, в документе, можете не учесть что-то при оформлении сделки, при разговоре с покупателем, с клиентом, да. И вот сегодня желательно, чтобы вот если есть хоть какие-то сомнения, желательно, чтобы кто-то проверял, да, тот, кто вам может помочь. Либо сами очень внимательно читайте мелкий шрифт и все, да, чтобы быть в курсе абсолютно всего. Кроме того, здесь еще ситуация может быть связана с вот именно с личными отношениями, да, вот именно в личных отношениях могут быть такие вот моменты, какие-то скользкие ситуации, когда хочется что-то скрыть, когда хочется себя в лучшем свете показать и так далее. И, конечно, это зря, потому что потом обязательно это выйдет наружу и будет обидно, да, будет неприятно то, что, допустим, мы обманули и все это вышло на как бы свет. Также карта говорит о том, что сегодня вот все, что будет за день происходить, это важно, это не просто какие-то случайности, это какие-то знаки для вас, на которые нужно обратить внимание. Следующая карта у нас для тельцов. Тройка чаш выпадает вам, уважаемые тельцы. Это значит, что у вас будет день действительно какой-то эмоциональный. Возможно, будет какая-то радость в течение дня, которая вот вас очень даже, может быть, удивит, да, может быть, вы ее не ждали, не рассчитывали. Также карта говорит о том, что в основном события связаны с домом, с близкими людьми, с семьей, с партнером. Ну, может, кстати, с недвижимостью быть тоже. Допустим, покупка недвижимости или продажа, или какая-то договоренность, что-то связанное с ремонтом. Допустим, закончили ремонт, да, или наоборот, только решили начинать. Но в основном тройка – это окончание. Кроме того, в дом могут приходить гости, друзья, какие-то новые люди. Вы можете оформлять какие-то сделки, доверенности, какие-то бумаги вот на себя, на членов семьи и так далее. Может быть поездка, вот поездка с семьей в какое-то вот важное место, или вы идете на какое-то важное мероприятие. Может быть, это что-то связанное с делами, с работой, да, может быть, это какое-то мероприятие общественное. Да, вот это будет все очень вам радостно, это будет приятно. Вообще много приятных минут вас сегодня ждет, уважаемые тельцы. Давайте теперь посмотрим, что ждет близнецов. Для близнецов выпадает пятерка чаш. Вот смотрите, сегодня любой вот выход за рамки, за границы, любое превышение своих полномочий или когда вот вы впадаете в крайности, будет оборачиваться для вас проблемами, потому что пятерка чаш – это, знаете, как пиковая точка в наших эмоциях, когда нам очень жаль, что мы что-то сделали, да, и вот мы, ну, то, что нам навредило, что нам не нравится, и нам или очень стыдно, или очень как-то больно, да, в общем, мы переживаем за то, что мы сделали. Вот, это может касаться отношений в основном, потому что пятерка чаш, она у нас все-таки с эмоциями связана, с любовью, с отношениями. Также здесь, знаете, ситуации, связанные с судами, разводами, кредитами, какими-то критическими ситуациями, да, ну, допустим, там на дороге какое-то происшествие. Так, что еще? Это может быть, знаете, вмешательство в жизнь другого человека, когда вот мы своих границ не очерчиваем или за другие за границы другого человека заходим, да, и вот получаем как бы в ответ и потом переживаем по этому поводу. Также здесь может быть, так,
Здесь может быть даже вот реально какой-то конфликт, какое-то столкновение, расхождение, развод, уход какого-то человека, да, или отъезд, из-за которого мы переживаем. Ну, в общем, смотрите, вот карты рекомендуют делать так. Если уж что-то произошло, возьмите какие-то уроки из этого и забудьте, не переживайте, идите дальше. Если же что-то можно исправить, исправляйте. Если же вы еще не натворили каких-то дел, да, то подумайте 10 раз, как говорят, 7 раз отмерь, один отрежь, да, вот это для вас очень подходящая пословица. Так, следующая карта для раков. У вас выпадает тут два старших аркана аж, да. У вас выпадает старший аркан императрица. Это, знаете, не просто так. Это карта говорит о том, что вы, уважаемые раки, сегодня заслужили что-то очень хорошее. Либо любовь приходит в вашу жизнь, или, допустим, была ссора, примирение, и чувства вспыхивают вновь. Для кого-то это решение вопроса, связанное с взаимоотношениями в браке. Это может быть беременность или рождение ребенка. Это может быть какая-то крупная покупка. Это может быть даже, знаете, создание вот своего дела. То, что вы любите делать, оно может быть даже начинает вам приносить доход, или появляется такая возможность. Допустим, кто-то вам предложил заплатить за то, что вы хорошо умеете делать, да, и для вас это может быть началом как бы нового такого финансового источника. Также карта говорит о том, что сегодня вы можете решить какую-то проблему. Видите, ключ такой в руках у девушки, да, то есть она может решить проблему в отношениях с судами, юридические какие-то вопросы, с клиентами в сделке. Кстати, заключить сделку может быть какую-то важную. Это, кстати, и с недвижимостью тоже может быть связано. И вообще сегодня день очень такого большого влияния. Все, что бы вы хотели сегодня, да, на кого бы вы хотели повлиять, или на что, оно обязательно получится, потому что у вас сегодня такой напор, такая мощь, вот ну, как бы ваша энергетика такая мощная, да, что вам просто никто не может отказать, и вы настолько обаятельны, что можете абсолютно решить любой вопрос с помощью вот именно вашего отношения, да, то, что вы умеете с человеком говорить, вы дипломатичны, вы умеете слушать. В общем, действительно, вы сегодня можете абсолютно любой вопрос решить. Вообще, это карта любви, подарков, решения любых вопросов вот именно с помощью вашей вот этой внутренней силы. Следующая карта для львов. Снова старший аркан. Уважаемые львы, у вас влюбленные выпадает карта. Это значит, что вы, скорее всего, будете стоять сегодня перед каким-то важным выбором. Кто-то встретит своего человека, да, познакомится с человеком, с которым потом может быть семья, отношения. Кто-то, наоборот, решит развестись, да, расторгнуть отношения. Кто-то будет решать какие-то вопросы по работе. Может быть, это предложение о новой работе или еще одна работа как дополнительная. Обучение еще одно как дополнительное. Может быть, вы сегодня стоите на развилке, да, какое решение принять. Карта говорит, обязательно слушайте себя, слушайте свою совесть и думайте о будущем, да, когда будете какое-то важное решение принимать. Здесь может быть поездка какая-то в какие-то дальние страны, экзотические страны, да, может быть решение о переезде. Допустим, вы встречаете какого-то человека, не обязательно для личных отношений, а просто вот в общении вы можете для себя решить, где вам лучше, да, какое-то место можете для себя определить, в котором вы будете очень хорошо себя чувствовать, работать вам будет хорошо, или деньги там будут вам платить. В общем, вы можете найти сегодня свое место в жизни. Также эта карта вообще общения очень такого продуктивного. Старайтесь сегодня бесцельно в общении о чем не говорить и ничего без цели не делать. Это очень важно для вас. И если будут какие-то критические ситуации, когда вас вызывают на конфликт, держите равновесие, да, и помните о том, чего вы хотите для себя, какая ваша цель. Следующая карта для Девы. Снова старший аркан, это просто удивительно. Старший аркан суд.
У вас, уважаемые девы, решается что-то важное, да. Эта карта, знаете, выхода из сложностей, из кризиса, из тупика, когда были какие-то ограничения, когда было очень трудно, не было каких-то возможностей, не было денег, не было работы или еще что-то такое, да, вот когда очень-очень тяжело, вот прям камень на сердце, да. Вот сегодня как раз есть возможность все поменять. Посмотрите, сама судьба вмешивается, да, приходят нужные люди, нужные обстоятельства, и все решается. А также вот карта рекомендует сегодня вам самим тоже не противиться переменам, а даже вот можно в течение дня, ну, хотя бы что-то вот в тему этой энергии начать делать. Ну, допустим, там очистить свой стол от лишних бумаг, выбросить, убрать в доме лишние вещи, там все вымыть, сломанные вещи выбросить. В общем, ну хотя бы вот так начать, подключиться к этой энергии, которая вот у вас все меняет, да, и для того, чтобы вы вот не пропустили то, что в вашу жизнь входит, чтобы вы были на одной волне с этим. Но так как здесь старшие арканы, скорее всего, вы будете это интуитивно делать, и само собой это все будет получаться. Вы сегодня можете найти своего человека для семьи, да, вы можете сегодня решить вопрос с зачатием, с рождением детей, вы можете сегодня может быть, решить вопрос с браком, с бракосочетанием, да. Вы можете найти сегодня свое призвание, вы можете получить работу, наконец-то выздоровление, может быть. Это вот, допустим, как доктор, да, который такой консилиум собрался, да, и вот дают советы человеку для того, чтобы он выздоровел. То есть, ну, просто вот освобождение, облегчение и так далее. Но не просто так это будет даваться, скорее всего, будет много каких-то эмоциональных потрясений, сложно будет воспринимать то новое, что происходит. Но для того, чтобы было легче, можно, допустим, слушать какую-то громкую музыку, джаз будет хорошо выравнивать настроение, или какая-то громкая музыка, допустим, там поп, рок и так далее, рэп. Также можно на тренажерах, допустим, позаниматься, да, тоже вот что-то тяжелое такое, или там грушу побить, даже если вы девушка, ничего страшного, чтобы вот эта энергия вышла, да, потому что тяжело сегодня будет это все переживать, но в то же время это новый период, это как бы становление какой-то вашей новой жизни, да, вашей новой личности, вашей новой какой-то полосы жизненной периода. Следующая карта для весов. Снова старший аркан, как будто они подобраны. Они здесь вот совершенно, посмотрите, они тут совершенно все перемешаны. Это просто удивительно, как так все получается. Такой день, видимо, важный. Для вас, уважаемые весы, выпадает жрица еще. Эта карта, вот посмотрите, две женщины, да, вот, возможно, вам нужно будет посоветоваться сегодня по какому-то важному поводу. Может быть, с мамой, может быть, это юридическая какая-то консультация. Не принимайте решений резко, потому что, посмотрите, здесь есть две стороны, которые нужно обязательно взвесить. Да, вы можете совершить ошибку, не посоветовавшись, приняв решение как-то на эмоциях, да. А также вот жрица — это у нас карта, связанная с нашим вот таким внутренним психологическим состоянием. Знаете, вот можно сегодня что-то важное о себе понять. Можно найти сегодня какие-то свои таланты, способности. Знаете, даже может произойти сегодня какая-то ситуация, которая будет вами восприниматься как чудо, как исцеление, как внезапное какое-то улучшение ситуации, как будто бы само собой. У вас может быть сегодня день вот в плане работы очень, как бы это сказать, а, в общем, вы будете сегодня как мастер восприниматься, да, вас будут уважать, к вашему мнению будут прислушиваться. Вы сегодня как-то можете себя проявить очень ярко, да. Вас могут слушать, да, вы можете голосом воздействовать, вы можете сегодня что-то интуитивно почувствовать и предпринять вот именно в деятельности, да, что-то важное такое может произойти. Может быть повышение в должности, предложение еще одной работы, еще один источник дохода может появиться.
Может быть, сегодня придется на 2 дома, да, успевать, допустим, в дом к родителям и в свой дом, может быть, там что-то помочь и у себя что-то сделать. Вот очень много всяких таких дел, связанных с семьей, с родителями, с детьми, да, решением каких-то вопросов, каждодневных, может быть, да, но которые имеют важное значение. Следующая карта для скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, король мечей выпадает. Это значит, что вы, скорее всего, будете, вот это, кстати, родственная такая стихия, да, и здесь меч. Скорее всего, решение вопросов ваших, важных для вас, будет зависеть от других людей, от компании, в какой вы работаете, от коллектива, от друзей, от тех людей, допустим, которые занимают какой-то высокий пост и могут вам помочь, продвинуть, подсказать, решить какой-то вопрос документально, информационно помочь. Также здесь, опять же, заключение сделки может быть, да, особенно здесь важно именно, когда сделка происходит полезная для многих. Сегодня может быть какой-то доход большой, большая прибыль, крупная сумма денег может поступить как результат. А сегодня может быть подарок, знаете, совершенно которого вы не ожидали. Может быть, это какая-то халява, да, которая вот просто неожиданно на вас свалится. Конечно, нужно успеть этим воспользоваться. Конечно, на самом деле это не халява, вы это заслужили когда-то, просто вот получаете именно сейчас. Так, что еще здесь важно? Сегодня очень важно проверять документы, чтобы все до буковки, да, чтобы все было точно. Сегодня хорошо пользоваться какими-то новейшими технологиями, программами. Может быть, проверять, допустим, нужно будет в интернете проверить дееспособность какого-то человека или какой-то компании, да, в общем, нужно все проверять, использовать для этого новейшие какие-то методы. Сегодня может прийти какая-то идея замечательная, какое-то открытие для вас, да, что-то такое, что вас продвинет вот реально. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов. У стрельцов сегодня выпадает дама пентаклей. И у вас в основном сегодня день будет такого материального характера, когда вы будете решать вопросы денег, работы, оплачивать, может быть, счета, подводить какие-то итоги, в общем, все рассчитывать, просчитывать и подводить какую-то такую основу под свою жизнь, да, может быть, безопасностью заниматься, может быть, финансовой, да, может быть, сигнализацию поставите на квартиру или а, сегодня придет какая-то хорошая большая сумма денег, скорее всего, вы на что-то здесь собираете, копите или выплачиваете что-то, да, вот можно будет это сделать. Также это хорошее время для того, чтобы лечиться, прийти к доктору, получить назначение врача и выздороветь, да, вот очень хороший день для того, чтобы обращаться к врачу и, может быть, даже делать операцию. Также этот день очень хороший для того, чтобы выравнивать питание, режим дня выстраивать и так далее. В общем, все четко по плану, чтобы все было расписано. Да. Сегодня желательно, чтобы все у вас было по списку. Также здесь может быть просто день, когда вы наводите порядок во всем, в документах, в делах, в доме, в мыслях, да, договариваетесь с кем-то, если что-то где-то было не решено, ставите какие-то подписи, оформляете бумаги. Вот все, что для вашей безопасности служит, это важно. Также сегодня хорошо все намывать, натирать, распределять, вот, да, допустим, взвешивать, даже если вы в магазине что-то покупаете, вот взвешивайте на весах очень тщательно, потому что могут быть ошибки. Так, что еще здесь важное? Можно что-то рассыпать, разбить. Если вот спешить куда-то, да, вот неосторожно действовать, вот может такое получиться. Потому что вот острый предмет, да, а это вот что-то ценное. Также, смотрите, это может касаться и вашего здоровья, вашей именно физического тела, особенно на дороге будьте осторожны. Следующая карта для козерогов. Козероги, уважаемые, у вас выпадает король пентаклей.
У вас сегодня день какой-то очень важный, когда вы признанный авторитет, когда у вас спрашивают совета, вы добиваетесь каких-то важных целей, ставите на чем-то точку, когда от вас зависит решение важного вопроса. То есть за вами последнее слово сегодня, уважаемые козероги. Это очень карта вам хорошо подходит. Это может быть оформление сделки на недвижимость, это может быть заключение какого-то контракта важного на большую сумму, да, это может быть какие-то вопросы по бизнесу, по работе, предложение высокой должности, кстати, решение каких-то вопросов в суде вплоть до развода. Так, что еще важно? Здесь может быть, знаете, какая-то радость у вас большая по поводу вот исполнения вашего желания. Даже это не желание можно назвать, а это какой-то такой большой проект, в который вы много вложили, да, и времени, и сил. И вот, скорее всего, вы здесь очень даже радуетесь. Может быть, даже будет праздник сегодня какой-то по этому поводу. Ну, либо у вас в душе праздник, либо это вот реально, да, праздник, семья, может быть, в кафе какая-то встреча, в ресторане. Как будто бы вот отмечаете что-то такое важное, что в вашей жизни произошло. Следующая карта для водолеев. У вас, уважаемый водолей, тоже старший аркан колесница. Прекрасное время для того, чтобы выходить на новый уровень, вот в чем угодно. Если, допустим, это касается отношений, предложения руки и сердца, свадьба, поездка какая-то совместная. Если это какие-то вопросы, связанные с переездами, да, поездки, переезды, путешествия сегодня тоже могут происходить, либо вы приобретаете билеты на это, да, заключаете какие-то договоры. А также здесь может быть повышение по должности. Вот вас отметят, да, и может быть такое продвижение, может быть даже очень такое неожиданное и резкое, быстрое. Финансы тоже к вам идут, но только немного позднее будут. То есть они как бы сейчас уже ситуация складывается, но немного позднее финансы будут. Может быть, сделка какая-то быстро оформится, а вы ожидали, допустим, что будут какие-то проволочки. Может быть, нужно будет обращаться к каким-то юридическим, ну, по юридическим вопросам каким-то людям, да, для того, чтобы решить быстро вопрос. Может быть, сегодня нужно будет быстро оформить какие-то документы на поездку или на повышение, или, в общем, на все что угодно. Да, вот здесь сегодня какой-то элемент скорости и использования своего шанса. Вот это очень важно. Давайте посмотрим рыбы. У вас, уважаемые рыбы, рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов — это у нас, конечно, ситуация, когда мы много работаем. Вот здесь, знаете, вот реально мы пашем, да, прям по этой карте. Мы везде должны успеть. Мы можем за рулем быть большую часть дня, мы можем везде успевать торопиться, договариваться, заключать какие-то сделки, знакомиться, писать, звонить и так далее. И все это важно, да, все это, видите, по старшему аркану сегодняшнего дня, да, все имеет какую-то первостепенную важность. И здесь нельзя допустить ошибок, а это у вас может быть. Вы можете как-то спешить очень сильно, везде все успеть и вот допустить какие-то промахи. Либо это может быть, знаете, просто в горячах сказанное какое-то слово вызывает скандал, да, вот будьте здесь осторожны. Также здесь хорошее время для того, чтобы начать ходить в спортзал, для того, чтобы, ну, допустим, на тренажерах заниматься, да, что-то такое должно быть, то, что позволит вам много энергии тратить, потому что у вас ее здесь прям в избытке, и если ее не тратить, да, она может навредить. Также может быть встреча с человеком, который станет любимым. Это вообще-то влюбленность просто, это сексуальные отношения, это еще пока что отношения без обязательств, которые могут стать впоследствии вот чем-то серьезным. Тоже какая-то победа, какое-то достижение в конце дня вполне возможно. Давайте посмотрим, что у нас за результат в конце дня. Двойка жезлов выпадает. Карта говорит о том, что то, что сегодня будет происходить, у большинства из нас в жизни уже было.
Мы уже это делали, мы уже это преодолевали, нам уже приходилось это переживать. То есть сегодня как бы идет такое повторение. Может быть, немножко в другом виде, да, измененное, но в то же время судьба нас проверяет, насколько мы усвоили раньше какую-то информацию. А также вот по двойке жезлов может быть реализуется какое-то наше начинание. То, что мы... кстати, это еще карта, когда мы меняем как-то свою внешность, мы меняем свое представление о себе, и люди начинают как-то нас по-другому воспринимать. То, что мы в течение дня делаем, очень важно для того, как мы сами себя оцениваем и как другие люди нас оценивают. А также здесь момент, когда нужно подумать о себе. Да, здесь два жезла, то есть мы в обществе других людей, мы не должны терять себя, мы должны говорить то, что мы чувствуем, то, что нам нравится, то, что мы считаем правильным. Да, у тебя такое мнение, у меня такое мнение, и это хорошо, что как бы мы по-разному думаем, это нормально, да, то есть не нужно подстраиваться, не нужно как бы а, не нужно обманывать ни себя, ни других, да, обязательно сегодня нужно быть собой и выражать свое мнение. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.